Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие, вернее, гости нашего сегодняшнего праздника. На дворе весна, самое удивительное время года. Время, когда преображается все вокруг, природа, люди, даже настроение меняется и наполняется светлой радостью. За окном очень хорошая погода, сегодня был первый весенний дождик, и все, я думаю, что все это к тому, чтобы сегодняшний наш вечер получился интересным, теплым, душевным. Я думаю, он таким и будет. И назвали его, этот вечер мы совместно с детьми, как вы знаете уже, «Весна. Хорошее настроение». Поприветствуйте, пожалуйста, Дания Айолым, ученица первого класса. Я думаю, что сегодня она создаст для вас настроение замечательной песенкой «Если добрый ты» из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Бориса Савельева. Эта песенка у всех, я уверена, на слуху, на устах. И именно с этой песни я решила сегодня начать наш концерт, потому что она такая настроенческая. Еще одна ученица первого класса, поприветствуйте ее, пожалуйста, Ариана Абдулаева. Она для вас исполнит песенку кота Леопольда из одноименного мультфильма. Вы, конечно же, эту песенку знаете, и сейчас она вам ее исполнит. Я иду и пою обо всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужом не найду ответа на приятность эту, мы переживем. Между что прочим это мы переживем. Вот так вот. Если всем песенка Варюша исполнит вместе со мной дуэтом пьеску, вернее, Ирины Корольковой, которая называется «Ежик».
называется «В траве сидел кузнечик». Владимир Шаинский, композитор. Не торопись. Дорогие папы, для вас сейчас прозвучит произведение, называется «Аке Армана». Папина мечта. Да? Или мечта. Владимир Ленский. Поприветствуйте, пожалуйста. Сегодня он вместе со мной дуэтом, Денечка, поставь, пожалуйста, стульчик, сыграет произведение американской пианистки, композитора Мелоди Бабер. Это произведение называется «Это тайна». Участница нашего концерта, маленькая будущая звездочка. Полиночка, иди-ка сюда, я ее представлю. Вот она какая красавица у нас. Одна красивее другой. Я уже представляю, какие они будут взрослые. Ой-ой-ой, держитесь, мальчишки, называется. Полина Антонина. Поприветствуйте, пожалуйста, Полиночку. Полиночка, мы готовимся сейчас на конкурс. И будем скоро выступать через неделю у нас в конкурсе «Мелоди Латифа Хамиди». Полиночка, пожалуйста, садись за инструмент. Весна – время любви. На тему любви написано, как вы знаете, огромное количество всяких произведений, очень красивых. И одно из таких произведений, безумно популярное у нас в Казахстане, это песня великого Абая, композитора нашего, акына, поэта,
И называется она «Көзімнің қарасы». Эта песня, она, конечно, домбровая, как все вы понимаете, но масса композиторов очень любят эту мелодию и на нее делают обработки разные. Их очень много уже сейчас создано. Ну вот одну из обработок для как раз-таки для младших школьников, обработка Дронова. Вот сыграет сейчас для вас Полиночка. И произведение, которое называется «Эльф и фея». Маргулан Хамидхан. Поприветствуйте, пожалуйста. Он для вас исполнит этюд композитора Бертини, Анри Бертини. Но этот этюд, он имеет, так сказать, основу. Называется он «На тему Паганини». Был такой, ребят, в большей степени для вас говорю, был такой знаменитый скрипач, виртуоз, композитор Никколо Паганини, итальянский композитор, скрипач. Его игра была настолько виртуозной, что люди после его концертов выходили совершенно ошеломленные, ошарашенные, скажем так. И одна из самых знаменитых тем, я уверена, что вы ее слышали, эту тему, вот сегодня прозвучит. Конечно, пока что еще не в таком виртуозном исполнении, как Никколо Паганини исполнял когда-то свое произведение, но тем не менее. Этюд, тема Паганини. Которое исполнит Маргулан, называется «Охота за бабочкой». Иордан, композитор.
продолжит наш концерт София Беляева. Давайте ее поприветствуем. Она сыграет этюд композитора Анри Лемуана. И второе произведение от Софии. Это произведение называется «Ботакан», верблюжок. Выступит для вас ученица 5 класса Анель Айдаргалиева. Приветствуйте, пожалуйста, Анель. Перенесемся в Италию, в бурлящие улочки итальянских городов.
Симбаевым. Амина. Написал его композитор, который тоже не наш современник, 2 века назад. Это Теодор Лак. Произведение называется «Этюд». Наш концерт. Еще один ученик 3 класса. Поприветствуйте его, пожалуйста. Илья Ахунжанов. Внук нашего основателя, вернее, нашей школы Габдухар Габдуловича Ахунжанова. И вот достойный продолжатель его дела музыкального. И на баяне играет, и поет, и на фортепиано играет. Но вот сегодня он исполнит для вас тоже 2 произведения.
Это произведение знаменитого американского исполнителя и композитора Скотта Джоплина. Ученица 7 класса Мария Жмакина. Поприветствуйте, пожалуйста. Произведение нашего соотечественника Серикжана Абдинурова. Называется она «Алгашка романс».
Касьянова. Поприветствуйте, пожалуйста, Тайру. Одно произведение великого Абая вы сегодня уже услышали, а Тайру будет еще одно произведение великого соотечественника нашего казахстанца Абая Кунанбаева. И называется оно «Айтом Салем Каламкас». Обработка Владимира Завгороднего. Какая красивая музыка, да? Аж душа переворачивается. Сейчас еще одно произведение, тоже нашего современника, но только уже современник Эльмир Низамов. И сейчас Айру исполнит одно из его произведений из цикла «Времена года», называется «Первый звонок». Айлин Исакова, еще одна ученица 5 класса.
Поприветствуйте, пожалуйста, Айлин. И произведение, которое исполнит сейчас Айлин, оно основано на народной мелодии и на основе легенды, которую вы наверняка слышали. Я обращаюсь, конечно, к родителям в основном, потому что дети вряд ли, но родители наверняка слышали. Легенда о Хусни Курлан. Ну, а ребятам я расскажу немножко историю об этом. Есть такая, это не легенда, это действительно основано на реальных фактах, что был такой Акын Естай, молодой человек, в 20 лет он встретил красавицу Курлан и очень в нее влюбился, и она была очень влюблена в него. И хотелось им соединить свои судьбы, хотели они быть вместе, но, к сожалению, родители Курлан не разрешили ей вступить в брак, так сказать, выйти замуж за Истая, и отдали замуж за другого молодого человека. И так вот таким образом разрушили судьбу обоих молодых людей. И Естай на всю свою жизнь пронес вот это чувство любви. Он никогда не женился. От любимой Курлан у него было колечко, подаренное ей когда-то. И вот эта замечательная легенда о Хусни Курлан отражена в произведении, которое сейчас будет исполнять Айлин. Написала его наша современница, она тоже живет в городе Астана. Ее имя Раушан Кали. Ее композиции сейчас очень популярны. Вот одной из таких композиций сейчас исполнит Айлин. Хусни Курлан.
А сейчас и вам, ребята, и уважаемым нашим родителям, это выступление студенток музыкального училища имени Мукана Тулебаева. Итак, для выступления приглашается София Гайнулина, студентка третьего курса, класс преподавателя Натальи Анатольевны Лобковой.
Еще одна моя ученица в прошлом, выпускница нашей школы, Амина Одноголова. Амину. Она студентка 4-го курса, она учится в классе резьбы Булгарный смог. И в исполнении Амины сегодня прозвучит произведение, можно сказать, что двух авторов, Джузеппе Верди и Ференц Лист. Называется оно «Риголетто».
Вы понимаете, произведение, которое сегодня исполняли две студентки музыкального училища, это, конечно, очень-очень серьезный технический уровень. Я думаю, детям, наверное, было интересно посмотреть, как летают руки, да и какая скорость движений, и как вообще можно такую музыку исполнить. Высший пилотаж. Горжусь вами, девочки мои дорогие. Браво, браво! Один. Дорогие наши гости, понравилось выступление наших ребятишек. Они очень готовились, они очень старались. Где-то что-то, может, недополучилось, но все равно я думаю, что настроением они вас зарядили.